Байрают Асса. Мадядька Рохсагот был у своего дяди, последний путь провожал в Чекале, и такого я еще никогда в своей жизни не видел. Когда все родственные и близкие собрались около умершего, мулла где-то 20-30 минут всем рассказывал, что должен делать и придерживаться мусульманин. Это при том, что те, кто пришли, большинство не придерживаются ислама, как и я. Мамахенимар про себя, я провожал своего дядю в последний путь, проговаривая про себя своими словами. Вот так вот и в наше время в Чекале сегодня похоронной процессии агитируют, распространяют ислам. На мой взгляд, это не место, где нужно проводить лекции о том, что должны делать мусульмане, когда у каждого из пришедших на это мероприятие есть свои взгляды, ценящие прежде всего свою традиционную культуру ариев, Ахдал, в том числе и я. Это не место для, тем более, дискуссий, никто бы и не возразил, ничего бы не сказал. Так зачем это нужно делать? Для этого есть отдельные учреждения, помещения, в том числе мечеть, чтобы призывать людей принять ислам и так далее и тому подобное. Что касается моего дяди, сколько я его знаю, как и мой дед и бабушка, никогда в своей жизни намаз не делали, за исключением праздника Уразы, как и все делают. Смешанные с традиционной культурой 3 пирога всегда делали. Поэтому хочу призвать общество, молодежь, Чекалы, да и вообще все Осетии. У нас раньше мы по-своему, по-традиционному делали, хоронили, как это делали арии. Во-первых, делали курганы или не предавали тело земле, как в склепах. Поэтому мы говорим вал-марта, то есть вал-маарт, это не умер, а арт, то есть жители вал небес, духи, наши предки. В том числе и делали надгробные плитами с орнаментами, сами знаете. Другие арии сжигали, кремируя тела или их оставляют вообще. На мой взгляд, кремация тела, как и большинство считают, и я считаю, что это наиболее экологично в наше время. Для тех, кто хочет делать это по-своему, по-традиционному. Поэтому призываю наше общество, а именно традиционную часть, поднять, возродить этот вопрос. Потому что очень много я знаю тех, как и я, хотят делать по-своему, по-традиционному. Должно быть такое отдельное свое похоронное бюро, согласовать все, поднять все эти вопросы, изучить тонкие моменты, как лучше, как это наиболее подходит к нашим традициям, с точки зрения посмотреть других религий, как это буддисты делают, буддийские ламы делают, пригласить их тоже как-то вместе согласовать, как более правильно, потому что наши традиционные похоронные обряды, они именно согласно арийским традициям, то есть их основа. И надо это вернуть и делать, как это мы делали. Иначе уже произошло полное культурное, по крайней мере в Чекале, ассимиляция. То есть там, по-моему, если не все село по-мусульмански хоронят. Поэтому те, у кого есть возможности, для вас же самих это и для наследия это очень важно. Всем правильных дорог.